У здания ОМВД России по Назранскому району сегодня собрались те, кто хранит память о героях, погибших при исполнении служебного долга. Здесь проходит траурное мероприятие, приуроченное к годовщине страшной трагедии, произошедшей 17 августа 2009 года. Руководители подразделения, представители власти, родные и близкие погибших, а также их боевые товарищи, все они пришли сюда, чтобы почтить память своих коллег, друзей и сыновей. Прошу почтить память наших героев минутой молчания. 17 августа 2009 года стало одной из самых черных страниц в истории ингушской полиции. В тот роковой день Назрановский районный отдел внутренних дел подвергся чудовищной атаке. Около 9 утра террорист-смертник на грузовом автомобиле «Газель», начиненном взрывчаткой, прорвался на территорию РОВД и привел в действие мощное взрывное устройство. Сила взрыва была настолько разрушительной, что здание отдела было практически уничтожено. Эта бесчеловечная акция унесла жизнь 25 сотрудников милиции и мирных граждан. Более 160 человек получили ранения различной степени тяжести. Большая часть погибших – это молодые ребята, только начинавшие свою службу, и опытные офицеры, до конца верные своему долгу. Эта трагедия глубоко потрясла всю республику, став напоминанием о том, какой ценой порой дается мир и безопасность. В этот день сотрудники отдела Министерства внутренних дел по Назрановскому району отдали свои жизни тогда, когда это потребовалось. Отдали жизнь ради долга, ради служения Родине, ради безопасности республики. В этот день дети лишились своих родителей. Мужья лишились жен, жены мужей. Матеря лишились своих сыновей. Это место, куда 16 лет назад наши сотрудники пришли последний раз в своей жизни. И не знали, что здесь нужно будет погибнуть. Они стояли на страже порядка, выполняли достойно свой долг, служили народу, Родине. Эти люди не искали славы. Они просто добросовестно выполняли свою работу. Среди присутствующих на мероприятии те, кто сам прошел через ужас того дня. Ветераны, служившие тогда в Назранском РОВД, стали свидетелями гибели своих товарищей. Их лица хранят боль и скорбь, но в то же время и несгибаемую волю. Первый «Газель» таттан хакваю ачха начальник движения части, сдавудите жата начальник движения части, ерещуан «Газель». Позиция халатян, шин ахтаю позиция халат, да дейдич, что да шо ас халатса мотиге, цайца гуалурто. قداها وقاوي جوج خياترس تسعيد سجايق وصوت وصل التولر تيش وأدخل دستنا خنداتس أنا أشتغل خالزايمر كيجينا باي بيجد ده تخير داق كيجينا بولخر داتس باجي شيء بولخ بيجبر خود بولخ بيجله تاتن أولو له تا جرد ده تي باي شيلتش مثل هنا بوستر كمسنا تخوز له تا كيجينا ханту же елхай чудент. Это халда дагдуха. В знак неприходящей памяти и поддержки семьям погибших сотрудников были подготовлены продуктовые наборы. Этот жест подчеркивает, что республика помнит своих героев и заботится о тех, кого они оставили после себя, оказывая им поддержку и заботу. Это символ неразрывной связи поколений правоохранителей. Это напоминание о великой цене, которую платят те, кто стоит на страже нашего покоя. Это урок мужества и стойкости, который каждый год передается новому поколению сотрудников. Их имена навсегда вписаны в историю, а их подвиг будет жить в сердцах тех, кто продолжает их благородное дело по защите мира и правопорядка. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.